Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың ережесі шығыс септік, исходный падеж. Существительные в исходном падеже отвечают на вопросы кімнен, от кого, неден, от чего, қайдан, қай жерден, откуда. Исходный падеж имеет окончание нан-нен, дан-ден, тан-тен. И когда же прибавляется нан-нен? Если слово заканчивается на сонорные согласные м, н, н и притяжательное окончание третьего лица с, прибавляется окончание нан-нен. Если слово твердое, то прибавляется твердое окончание. Твердость и мягкость слова мы определяем по гласному, да? Анам, моя мама. Анамнан от моей мамы. Куким от дяди, от моей дяди. Кукимнен от моей дяди. Қаласынан от его города. Энесинен от его младшего брата. Идем дальше. Когда же прибавляется окончание дан-ден? Если слово заканчивается на гласные а, е, и, ю, я, звонкие согласные ж, з и сонорные согласные и, л, р, у, то прибавляется окончание дан-ден. Қаладан, төбеден. И когда же прибавляется окончание тан-тен? Если слово заканчивается на б, в, г, д, это звонкие согласные. Теперь глухие согласные к, х, п, с, т, сонорные согласные р, глухие согласные ф, х, ч, ш, щ. Прибавляется окончание тан-тен. Алыстан, өріс, тен. Теперь узнаем, что же обозначает исходный падеж. Исходный падеж обозначает, первое, исходный пункт действия или движения. Мысалы, например, әжем Атыраудан келді. Моя бабушка приехала из Атырау. Асхат кітапты досынан алды. Асхат взял книгу у друга. Второе. Исходный пункт во времени или пространстве. Сағат 5-тен 10 минут кетті. Если прямой перевод сделать, то переводится как с 5 часов 10 минут прошло. Допты төменнен қабылдау әдісі. Способ приема мяча снизу. Откуда снизу, да? Төменнен. Третье. Материал, из которого сделан предмет. То есть из чего сделан предмет. К этому слову прибавляется окончание. Орындықты ағаштан, неден? Ағаштан, из чего? Жасады. Стул сделали из дерева. Четвертое. Сравнение предметов. Это, например, қауын қарбыздан 2 есе жеңіл. Дыня в 2 раза легче арбуза. Жақсы балалар. В именительном падеже мы знаем, что местоимение и мен – это я. Сен, ты, сіз, вы, ол, он или она, да? Если к ним прибавить окончание исходного падежа, то от слова мен, сен и ол последняя буква спадает. Например, менен, не миннен, там не будет двойная н, а там последняя буква от слова мен, сен и ол, они спадают. Менен от меня, сенен от тебя, сізден от вас, одан от него или от нее. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Надеюсь, что вы все поняли. Сау болыңдар.